Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью». В столице Татарстана прошел 17-й Казанский международный фестиваль мусульманского кино. И благодаря фестивалю зрители впервые увидели картины, снятые кинематографистами Бахрейна, Кувейта, Саудовской Аравии и других стран. В дни проведения кинофестиваля демонстрируется по 10-15 конкурсных фильмов, а также 5-10 фильмов вне конкурсной программы. В программу «Тюркский мир» вошел якутский фильм «Тыгын-Дархан». Об участии якутских кинодеятелей в фестивале и не только мы сегодня поговорим с нашей гостьей Сарданой Савиной. Сардана, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем, скорее всего, с главного. Как же проходил татарский фестиваль и какое место там занимал наш якутский кинематограф? Спасибо за приглашение. Ну вот, маленькая делегация, мы съездили на замечательный кинофестиваль в городе Казани. Это один из таких вот ярких фестивалей в регионах нашей большой страны. Может кто-то вот удивится формулировке, почему мусульманское кино, но мы знаем, что религия в Казани, в смысле в Татарстане, ислам, поэтому они акцентируют на кино из этих стран, из исламских. Но здесь на самом деле речь не идет о фильмах, связанных только с религией. Это просто фильмы о различных культурах. И если у нас получалось, то мы и ранее участвовали в этом фестивале. Я помню фильм «Джахигой Аи» Сергея Потапова был в конкурсной программе, а в этот раз во внеконкурсной, это не конкурсная, а внеконкурсная, в тюркской программе была представлена наша большая вот картина, да, «Тыгын-Дархан». Приезжал продюсер, художник по костюмам, они очень так вот красиво представили эту картину, была пресс-конференция. Значит, Егор Борисов, наш экс-президент, тоже приезжал, представлял эту работу. А мы, вот представители Сахафильма, туда съездили с целью, чтобы поработать в первом кинорынке. То есть на площадке этого международного кинофестиваля состоялся первый региональный кинорынок. Что же это такое? Региональный кинорынок – это, значит, рынок, площадка такая деловая, да, где собираются кинодеятели, кинопроизводители из разных регионов нашей страны и знакомятся со своими продуктами, получается. Есть байеры, то есть дистрибьюторы, люди, которые показывают кино, есть люди, которые производят кино. Здесь на этой площадке произошел обмен у нас контактами, и вообще мы очень хорошо пообщались с коллегами из Башкортостана, да, Татарстана, других вот соседних регионов. Очень много было представителей Сибири и с Кавказа даже были, с Нальчика, например, с Кабардино-Балкарии. Было очень интересно, потому что это первый шаг. Мы знаем, что сейчас вообще в нашей огромной стране идет большое движение по развитию регионального кино, и наша республика является номер один в этом плане, потому что мы снимаем больше всех кино, мы более известны в нашей большой стране, и за нами как бы, мы являемся примером, как бы, наш опыт пытаются перенять другие национальные республики и не только. Вот, поэтому задача такая была, чтобы обменяться контактом и наладить связи в будущем, чтобы наше кино выходило в регионы, прокат, таким образом. Но есть очень красивое, как мне кажется, словосочетание, которое звучит именно так. Феномен якутского кино. Да. Вот, вот как раз этот феномен все каждый раз пытаются разгадать. Мы были там достаточно долго, около недели, да. Я вынуждена была пообщаться со студентами, например, Института культуры и искусства, где как раз есть направление кино, почему же кино наше вот стало развиваться, да. Был у нас и круглый стол, и панельная дискуссия как раз по региональному кино. То есть максимально те, кто заинтересован в развитии регионального кино, спрашивали у нас, как же у вас это получилось, каким образом. Конечно, очень часто в прессе я встречаю такой момент, что такое ощущение, как будто феномен якутского кино появился в одночасье, но, конечно, это было не так. Это дальновидная политика нашего правительства, правительства Республики Саха. Мы помним, что в далеком 1992 году по указу нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева была создана госкомпания «Сахафильм». И с тех пор именно вот производство собственного контента, своего кино, с тех пор вот как раз и начало бурно развиваться. Мы начали производить свои фильмы на родном языке, на русском языке. И вот сейчас, вот, скажем, в следующем году, в 2022, получается уже 30-летие создания компании. За 30 лет, мне кажется, мы имеем в области кино очень большие результаты. Таким образом, можно сказать, что с 1992 года была заложена культурная инвестиция, да. И благодаря ней мы можем называться первыми в сфере регионального кинематографа. Да, бесспорно. Потому что по истории мы все знаем, что 92 год это такой перелом, 91-й, 2-й, да, то есть в стране у нас, вы знаете, что происходило. В национальных союзных республиках студии, наоборот, закрывались, потому что страны не стало так называемой, да. А сейчас, тогда, в тот момент, наши вот дальновидные политики, получается, наоборот, создали госкомпанию, которая как раз-таки вот занималась возрождением нашей культуры, нашего языка и так далее. Тогда давайте поговорим о Саха-фильме, о том, какие киноленты были в 90-х,
и какие Да. сейчас? Сахафильм, видят зрители? если отследить историю Сахафильма, по ней даже можно вот смотреть вообще историю развития нашей республики. Это уникально на самом деле. То есть в разные периоды были разные режиссеры. Ну и сейчас некоторые, скажем так, вот так называемые представители первой волны работают у нас. Да? Мы, так, кстати, знаем еще такой момент, что многие выходцы кино, они имели вот связи с вашей национальной вещательной компанией, потому что в тот момент, вот как раз в 80-х, 90-х, больше доступа, видимо, к аппаратуре было ваших коллег, поэтому в свободное время, там, в отпуске и так далее, наши коллеги снимали кино, то есть будучи работниками национальной вещательной компании. Это вот пионеры, я их называю, там Илья Иванов, например, да, Семен Армалаев. Вот они сейчас до сих пор работают тоже в кино, заложили фундамент якутского кино. Затем у нас была так называемая вторая волна, это бум якутского кино в нулевые, когда очень много фильмов стало выходить с появлением цифровой камеры, удешевление процесса. И сейчас вот я считаю, что сейчас мы являемся свидетелем так называемой новой волны якутского кино, успешного движения в сторону фестиваля, когда мы участвуем активно в фестивалях, побеждаем, да, и о нас уже знают не только в стране, но даже за рубежом. Сардана, вот такой несколько наивный вопрос, но в каком жанре больше снято якутских фильмов? Ну, мы знаем по истории, что вообще первые якутские фильмы были чаще всего связаны с фольклором и легендами, то есть в каком-то вот ключе именно вот мистики, возможно, даже хоррора слегка, да, но чаще всего, конечно, якутские зрители любят, естественно, жанровые картины в стиле, вот, в смысле, в жанре комедии, да, какие-то мистические истории очень нравятся, драмы тоже любят. Но в последнее время мы видим, что вообще как бы якутское кино себя пробует в разных жанрах, у нас есть и эпические большие драмы, и в будущем у нас очень много релизов, которые мы ожидаем. Ну, например, я могу рассказать вам вкратце, что осенью, например, вот 4 ноября у нас планируется выход картины совместной с частной студией Хики Фильмс и Сахафильм. Картина называется «Холодное золото». То есть это уникальная история будет, потому что она основана на реальных событиях, произошедших в 1942 году в Южной Якутии, в Алдане, когда бандформирование, скажем так, грабили прииски. А мы знаем, что все, что добывалось, уходило на фронт. И вот доблестный отряд из милиционеров и чекистов, они вот будут преследовать эту банду, чтобы, ну вот, скажем так, отнять награбленное, и не только, да? То есть я не буду, конечно, спойлерить, рассказывать, о чем сюжет, но это реально основано на по-настоящему бывших событиях, да, вы можете посмотреть, поизучать об этом в интернете. И я надеюсь, что фильм понравится зрителям, потому что он в таком новом жанре. Мы определяем его как истерн, как шпионская драма. Вот, 42-й год, зима, чекисты, бандиты, олени. Вот так вот. Для Якутии это будет одна из главных премьер этого сезона? Я надеюсь, что да. Но помимо этого, естественно, очень много фильмов параллельно выходит. Частные студии тоже не прекращают свою работу. Я, насколько я знаю, еще несколько фильмов выходит до Нового года разножанровых, комедий там, и так далее. И я, например, могу честно сказать, что якутские кинематографисты в поте лица, скажем так, трудились все лето, да, очень много проектов параллельно снималось. Я вообще удивляюсь, скажем так, активности нашего кинопрома, да. И хотя, например, если во время пандемии был своего рода застой какой-то, да, потому что многие фильмы были отсняты, но не успели выйти, потому что проката такого не было, то сейчас очень много фильмов стоят в очереди. То есть друг за другом будут выходить картины. И снимались они, и производились вот таким образом. Так что релизов будет очень много. Я очень хочу, чтобы наши зрители ходили активно, потому что благодаря якутскому зрителю как раз-таки и состоялось наше якутское кино. Они ходят, мы снимаем. Вот таким образом. Ну, действительно, якутское кино ориентировано на местного зрителя. Мы, как никто другие, знаем историю Алдана. Для нас будет по-особенному юмористичные местные какие-то моменты. Но вот, например, если якутскую картину посмотрит, скажем, петербургский зритель или московский, для него будет вот, понятно? Конечно, будет понятно, потому что как раз-таки сейчас вот этот интерес со стороны вот центральной части России очень большой к нам, да, мы устраиваем разные дни якутского кино, фестивали якутского кино. Например, последний раз на внешнеэкономическом форуме в городе Владивосток был фестиваль якутского кино, очередной, уже второй раз мы собрали программу и приморчанам показали интересную, как бы, новинки якутского кинопрома. Зритель остался опять снова доволен. И также были дни вот якутского кино в Казани, до этого еще в начале лета, да, дни, когда Якутия проехали. То есть, получается, интерес вообще есть во всех регионах к нашему кино. И наши зрители, в смысле не зрители, а кинематографисты снимают таким образом, чтобы эти истории были понятны всем. Не только нашим зрителям, но и всем зрителям, живущим в нашей стране и за рубежом даже. Потому что любая история, она должна быть максимально универсальной, чтобы быть понятной всем. Тогда давайте нашим зрителям напомним некоторые главные картины последних лет, вышедшие Сахафильмом. Ну, Сахафильм известен тем, что в 2018 году у нас вышла картина «Царь-птица», победитель
Московского международного кинофестиваля. Это впервые в истории якутского кино Гран-при Московского, одного из старейших в мире кинофестивалей, да, достался нам. Я помню, я была свидетелем этого всего события, я помню, как к нам подходили журналисты, там, киноведы, критики были очень довольны этой картиной и говорили, что вы вот, как бы, достойно возвращаете статус вот, российского, советского кино, потому что на тот момент, я, насколько помню, это 9 лет российское кино не получало на своем главном кинофестивале главный приз. Удивительно, да? То есть, получается, приз в страну вернули мы. И затем, через год, в 2019 году, успех повторился с картиной «Надо мной солнце не садится». Мы снова были на Московском международном кинофестивале и получили там приз зрительской симпатии. А этот приз считается одним из главных, потому что здесь уже зритель решал, какой фильм самый лучший. Ну и потом, конечно, эти оба фильма были замечены множеством международных кинофестивалей. Ребята ездили по разным странам, представляли и так далее. И вот сейчас я могу сказать, что еще новая картина готовится к выходу кинокомпании «Сахафильм». Совместно московская студия, автор Любовь Борисова, она же и сценарист, сняла картину «Не хороните меня без Ивана». Замечательная история о нашем первом художнике-графике Иване Попову, который жил в Татинском Улусе. Да? Историки и любители нашего края, наверное, знают эту историю. И вот о дружбе его и его друга Ивана Березкова будет история. Очень замечательная, потому что она основана, опять же, на таких вот этнографических материалах. Режиссер непосредственно погружалась в архивные материалы, изучала очень долго вообще те работы, которые вот делал Иван Попов. Да? И вот на этой истории, на этих материалах выросла такая очень интересная история о дружбе, о красоте, о любви. Вот. Не буду, опять же, как бы забегать вперед, да, рассказывать весь сюжет, но я надеюсь, что зрителям понравится. Сардана, как вам кажется, можно ли, согласно каким-то историческим событиям или культурным, спрогнозировать, о чем будут сняты будущие якутские фильмы? Ну, наши вообще, как бы, наши кинематографисты, скажем, режиссеры, продюсеры, очень четко реагируют вообще на реакцию зрителей. Я знаю, что такой своего рода интерактив происходит на наших интернет-площадках, обсуждения и так далее, я, насколько знаю, всегда отслеживают создателями кино, да, то есть мы чувствуем настроение зрителей, поэтому знаем, что снимать там, и так далее. То есть есть какие-то сугубо коммерческие проекты, на что можно обратить внимание, например, вот, комедии какие-то там и так далее, жанровые фильмы. Но также есть желание у зрителей увидеть, например, реальные события, которые происходили в нашей истории, например, да, истории, например, каких-то замечательных, известных людей, байопики, возможно, или какие-то события. Поэтому, если честно, историй у нас очень много, и я, например, сама, вот как продюсер, хочу сказать, что истории, основанные на нашей литературе якутской, они были бы, не то что были бы, они и есть самые лучшие, потому что наша литература очень богатая, и она не вся известна, во-первых, и современными читателям, вообще жители даже республики нашей. И таким образом можно через кино вот как раз-таки рассказать различные истории, основанные на нашей литературе, потому что вот пример «Царя-птицы» или «Надо мною солнце» — это как раз-таки два фильма, основанные по мотивам наших якутских писателей. Поэтому произведений много, я думаю, в будущем будет еще много фильмов именно вот экранизации. Благодарю вас, Сардана, за такую интересную беседу. Возможно, после просмотра нашего интервью некоторые даже захотят снять что-то любительское в плане. Наши зрители очень якутского активны. кино. То есть очень часто бывает так, что просто зрители тоже отправляют нам разные сценарии, там, идеи и так далее. Так что дерзайте, все впереди, все возможно. Напомню, это была программа «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях была Сардана Савина. Смотрите только качественные фильмы. До встречи.